Приветствую еще раз, Тимур. Приветствую всех зрителей программы. Итак, десятка наиболее ярких фактов из эпохи Великого Билла. Итак, Зинатулла Билилиддинов входит в тройку самых титулованных тренеров Татарстана по игровым видам спорта, наряду с Владимиром Алекно и Араиком Маргаряном. Билилиддинов из действующих тренеров самый успешный наставник в истории российского периода отечественного хоккея. На его счету 5 чемпионских кубков России. С Билилиддиновым Акбарс выиграл первый кубок Гагарина в истории КХЛ, а также пока единственный в истории клуба трофеи на международной арене. Это Кубок Европейских чемпионов и Кубок Континента. Билилиддинов сделал Акбарс самым титулованным клубом КХЛ. 3 Кубка Гагарина. Это достижение останется непревзойденным и по итогам этого сезона. Ведь на счету финалистов ЦСКА и Авангарда попросту нет ни одного заветного трофея имени первого в мире космонавта. Именно Билилиддинов открыл и собрал звено Морозов, Зиновьев, Зарипов, который считается неким эталоном комбинационного хоккея постсоветской эпохи. Нынешний уход Билилиддинова не первый, а второй. Но в этих историях имеется принципиальная разница. Первый раз его буквально выкрали из Казани, как это принято говорить, в интересах сборной России. Зинатулла Хайдарович никуда не рвался из Казани. Сегодня же он сам решил сделать паузу в тренерской карьере. Бытует мнение о закрытости человека в футляре Билилиддинова. Но такой он только на публике. Вечно подтянутый, немногословный и хладнокровный полковник пограничных войск в отставке. Очевидцы говорят, что с командой и в неформальном общении этот человек преображается. Билла без маски мы увидели на матче всех звезд КХЛ. Там он в белоснежной рубашке выскочил на лед, пробил буллит, постоянно шутил и даже пел. Билилиддинов провел более 1000 матчей в чемпионатах России в своей карьере. Больше только у 4 тренеров. Но не будь 3 лет в сборной и 5 лет в НХЛ, он наверняка обошел бы по числу всех матчей в российских чемпионатах всех этих тренеров. Билилиддинов за всю карьеру ни разу публично в СМИ не ругал судей. Он в этом плане абсолютно уникален. Также от него журналисты никогда не могли дождаться сколько-нибудь серьезной критики своих подопечных. Максимум такие выражения, как «он заболел» или «мы хотим от него большего». Зинатулла Билилиддинов – не самое легкое сочетание имени и фамилии. В бытность игроком его называли просто Сашей, а в заокеанский период в НХЛ получил имя Билл, что созвучно фамилии. Именно последний используется по отношению к нему сегодня по обе стороны океана, особенно в СМИ. Очевидно, что Билл закрепился во многом благодаря ярко выраженной североамериканской манере поведения тренера. Между прочим, значение имени Билл с английского означает «шлем» или «защита». Именно последним так и славен тренерский талант нашего Билла. На Олимпиаде в Сочи сборная России под руководством Билла вылетела уже в четвертьфинале от финнов. Татарина нижегородского происхождения тогда ругала вся страна. Но уже на следующий день после отставки Акбарс подставил плечо своей легенде, вернув Билилиддинова в Казань. Зинатулла Хайдарович отблагодарил сторицей, финалом плей-офф, а затем и самим трофеем весной 2018 года. Для меня лично Акбарс – это Зинатулла Билилиддинов. Зинатулла Билилиддинов равно Акбарс. И я до сих пор помню свои фантастические эмоции ровно 10 лет назад, когда великая команда и великий тренер подарили нам первый Кубок Гагарина. А вот чем вам, Тимур, запомнится эпоха Великого Билла? Знаете, Светлана, Билл мне прежде всего запомнится беспрецедентной открытостью по отношению к нам, журналистам. Мне несколько раз доводилось брать интервью у Зинатуллы Хайдаровича. И всегда он восхищал не только как выдающийся тренер, что безусловно, но и как человек очень доброжелательный и открытый для СМИ, для журналистов. Абсолютно уникальная личность, наверное, в этой ситуации. Это точно. Спасибо, Тимур. Продолжайте программу. Я же прощаюсь.